Чащиделек! Добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-лама начинает трехдневные учения по просьбе российских буддистов. Его святейшество Далай-лама выразил соболезнования в связи с кончиной Тенгбоче Римпоче. Китай приговорил тибетского певца к 6 годам тюремного заключения. В древних китайских исторических документах Тибет представлен как независимая иностранная страна, утверждает китайский ученый. Музей Тибета запустил кампанию «Глобальное селфи», его святейшество Далай-лама и я. Министерство культуры Тайваня организовало мероприятие, посвященное тибетской и монгольской культуре. Представитель Ngudrup Цирин присоединился к церемонии присвоения Майклу Вальту рыцарского звания. В четверг на прошлой неделе начались трехдневные учения его святейшества Далай-ламы. Во время виртуального учения, дарованного по просьбе российских буддистов, его святейшество Далай-лама говорил о давней исторической и цивилизационной близости и связи Тибета и Монголии. Виртуальные учения начались с чтения сутры сердца монахами монастыря Узе Чойней и Геден Шедуб Чойхорлинга, бурятского датсана Римпоче Бакши. Монастырь Гунзе Чойней в Санкт-Петербурге был основан Ценшабан Гавангом Дорджи при содействии Далай-ламы XIII и российских буддистов. В 2009 году по просьбе российских буддистов его святейшество Далай-лама даровал свои учения. Его святейшество Далай-лама выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Нгаван Тензина Зангпо Тенгбоче Римпоче, покинувшего наш мир в Намче-Базаре в Непале в возрасте 86 лет. В своем письме соболезнования, направленному в монастырь Тенгбоче, его святейшество, обращаясь к шерпам как братьям и сестрам, сказал, что скорбя о Римпоче, который покинул нас, лучшее, что мы можем сделать, отдавая ему дань памяти, это развивать в себе скромную доброжелательность и добросердечность, ярким примером которой он являлся. Вслед за сообщениями о кончине Лхамо и ее брата Тарпы, все еще находящегося в заключении в Китае, за то, что отправил деньги своим родственникам в Индию, нам пришло еще одно сообщение о Худжубе Дакпе, популярном тибетском певце из провинции Кхам, уезда Риру в Накчу, приговоренного китайскими властями к 6 годам тюремного заключения за исполнение песен, содержащих критику репрессивной политики Китая в Тибете. Согласно источникам, 36-летний певец из уезда Риру, округ Накчу в так называемом Тибетском автономном районе, был задержан в мае 2019 года, когда не прошло еще и 2 месяцев после выхода его последней песни «Black Hat». Глава отдела по правам человека Департамента информации и международных отношений сказал, что тибетцы, осуществляющие свои основные права и свободы, подвергаются жестокому обращению со стороны китайских властей. Various of human rights are violated without a single question or doubt by the Chinese government. For example, right when a Tibetan political prisoner is arrested, he or she will not know for what reason they are being arrested, and neither does his or her family members will receive an arrest warrant. It will be months or even years later that their family members will know the reason for their family members' arrest. Музей Тибета готовит выставку, демонстрирующую солидарность народов всего мира с Тибетом и мировое влияние его святейшества, экспонатами которой станут созданные вами фотографии. From early 1990s, China launched a patriotic re-education campaign. Under this campaign, the display and possession of His Holiness photograph is completely banned. Till today, if anyone found with His Holiness photographs,
they are sentenced to varying degree of like 10 to 15 years. So Tibet Museum, as a mark of solidarity with the Tibetan inside Tibet, as well as protest against this China's harsh policy, we launched a campaign where people can submit their photographs with His Holiness photo, and we plan to display those photographs in our new museum, which is very soon to be launched in early 2021. Фотографии с вашим изображением будут размещены на огромном стенде в разделе, посвященном его святейшеству, в новом музее Тибета, который откроется в 2021 году в административном здании Центральной тибетской администрации Гангчен Кишонг Dharamsala. К участию в выставке приглашаются как тибетцы, так и все желающие. Профессор Лао Ханшианг утверждает, что в древних китайских исторических документах Тибет представлен наряду с Японией и Кореей как иностранная страна. Эти документы, опубликованные в эпоху между династией Юань и Китайской республикой, а позже переизданные Китайской Народной республикой, доступны в интернете. Офис Тибета в Вашингтоне, округ Колумбия, пригласил профессора Шанга для выступления в ходе виртуальной дискуссии на тему «Статус Тибета во времена династии Мин». The PRC, to maintain its respectability, cannot admit that the annexation of Tibet in 1950 was a new conquest. It's not like we can say, Alexander the Great conquered people, but no, you cannot do that in 1950, okay? So it has to be legitimized as a unification of an old territory. And a lot of patriotic Chinese actually today they are unaware of this this logic of this argument, and they still go around telling people that, so what, yeah, we conquered Tibet fair and square. Профессор Лао, американский ученый китайского происхождения, посвятил себя, будучи на пенсии, тщательным исследованиям статуса Тибета и написал историческую книгу под названием «Тибет никогда, начиная с древних времен, не был частью Китая». По приглашению генерального консула Королевства Нидерландов в Сан-Франциско, представитель Ngurjuk Tsering присутствовал на церемонии присвоения рыцарского звания Майклу Ван Вальту, состоявшейся 29 октября в консульстве Сан-Франциско. Книга Майкла «Статус Тибета» фактически стала справочником по исторической и политической обстановке в Тибете с точки зрения международного права, что само по себе является огромным вкладом в дело Тибета. Майкл Ван Вальт сказал, что тибетским вопросом он заинтересовался, когда ему едва исполнилось 11 лет. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!